понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Добрый вечер, это радио Крым Реалии, у микрофона снова Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан этот номер телефона абсолютно бесплатный, и анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Крым в центре внимания. Поговорим мы сегодня вечером вот о чем. Вчера в Судак прибыли судебные приставы на строительной технике в сопровождении около сотни вооруженных силовиков с тем, чтобы снести 6 домов и рынок, который принадлежит крымским татарам. У домов собралось более 100 человек, чтобы защитить свою собственность. И на время им это удалось. Дату сноса перенесли на 10 дней. Об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Синавер Кадыров, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Добрый вечер. Вечер добрый. Но я предлагаю послушать сюжет о том, что произошло. Репортаж. Подконтрольное Кремлю руководство Крыма намерено снести 6 домов и частное хозяйство крымских татар в Судаке. 23 марта в район жилого массива Алчак прибыло около 100 правоохранителей. Половина из них вооруженные. По словам первого заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла, люди без боя оставлять свои дома не намерены. По моим данным, там находилось в районе 100 представителей правоохранительных органов. Половина из них была вооружена. Это представители ОМОНа, полиции, ФСБ там, и так далее, и так далее. Как минимум 2 КАМАЗа вот этих с ОМОНом точно там было, пока не экипированные, то есть все ждали чего-то, ничего не происходило. Была большая группа крымских татар, тоже где-то в таком же количестве, может больше. По словам Джиляла, эти дома построены много лет назад, но действительно не имели разрешительных документов. Однако такая ситуация характерна для всего Крыма и касается не только крымских татар, подчеркнул замглавы Меджлиса. По моим данным, некоторые из владельцев той собственности, которую хотят снести, поехали встретиться с вице-премьер-министром господином Байбеком. Подтвердить не могу до конца. Судебные приставы и ОМОН после нескольких часов покинули массив. Местные власти владельцам домов предложили компромиссный вариант, который предусматривает выплату около 72 миллионов рублей. Деньги необходимо найти в течение 10 дней. В противном случае здание снесут принудительно. По словам одного из крымско-татарских активистов, семьи начали строить дома в этом районе в 2000 году, а в 2006 Судакский городской совет сдал эту землю в аренду одному бизнесмену. В 2008 в результате 2-летних судов апелляционный суд вынес решение о сносе этих зданий, но местная власть тогда не выполнила постановление суда. Валерия Максимова для Крым Реалии. Репортаж. Итак, это Крым Реалии. Мы обсуждаем вчерашнее происшествие в Судаке. У нас в гостях Синавер Кадыров, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Синавер, что происходит? Это что за явление такое? Какие у него причины и что будет в дальнейшем, по вашему прогнозу? Причины те же, что и наблюдаем уже на протяжении 2 лет со дня оккупации Крыма. Это запугать народ, и если не удастся запугать и склонить их к тому, чтобы они приняли оккупацию как должное и уже считали себя россиянами с вытекающими уже отсюда последствиями, либо покинули Крым. Поэтому здесь, в общем-то, не приходится удивляться. И, напротив, мы опять видим, как идет очередная волна, да? Мы получаем информацию в Красногвардейске, в Джанкое, там идут обыски,
и мотивация там, собственно говоря, такая, что как бы поддерживают материально создание батальона. А здесь это живая тема, она уже давно, это еще со времен Украины, эта тема, в общем-то, была постоянно на устах. Это земельная тема. Вот да, историю этой проблемы давайте проговорим коротко. Все началось с того, когда крымские татары получили официально возможность вернуться на родину, вернуться в Крым. Якобы это было разрешено, но на месте что происходило? Не давали паспорта? Давайте мы расставим здесь точки над «и». Никто не давал разрешения на возвращение. Просто народ уже, в общем-то, нельзя было остановить. И если, скажем, в 1967 году после указа, да, как бы о снятии, да, не поворачивается язык назвать реабилитацией, хотя они тогда, в общем-то, преподносили как реабилитация, то уже конец 80-х годов ситуация была такая, что СССР не мог позволить себе продолжать так беспредельно относиться к крымским татарам. И особенно после этих событий московских, да, вся мировая общественность сконцентрировала взгляд на крымских татарах, и, собственно говоря, крымские татары на свой страх и риск начали массово возвращаться. Ну а поскольку не были восстановлены ни политические, ни материальные права, то есть не были возвращены имущество, что оставалось крымским татарам делать? Они покупали дома. Цены взлетели до, не знаю, каких самое. Ничего не оставалось, как нужно было занимать земельные участки потому что обращение к властям, оно оставалось безответным. Они говорили, что нет земли и так далее. И тогда мы просто занимали земли для индивидуального строительства. Да, земля там на самом деле, получается, была. И просто в Крыму земля, наверное, очень дорогая. Это очень коррупционная тема. Ну, и давайте будем говорить так. Поэтому простым людям, наверное, не давали реализовать свое конституционное право. Здесь было даже не связано с ценой земли. Они прекрасно понимали, что если они остановят поток возвращения, собственно говоря, крымские татары навечно останутся в местах изгнания. Как это, собственно говоря, произошло с курдами, да? Не с курдами, с турками-месхетами. Они так и не смогли вернуться. И другие, там, курды и так далее. Из тех народов только крымские татары смогли спустя 40 с лишним лет после, вообще-то, снятия этого комендантского режима, смогли вернуться и возвращались сугубо опираясь на свои средства. Так, в общем-то, вопрос и не был решен. И поэтому здесь говорить, что в Крыму земля была дороже, нежели в других местах. Но Крым тоже есть степная зона, есть предгорье, есть давайте ЮБК. Ближе к сегодняшнему времени. Вот на момент аннексии Крыма, насколько был, может быть, прогресс в решении этого вопроса, либо не было, вот по вашему мнению? В вопросе земли не было никаких существенных сдвигов. Просто другое дело, что вот эту ситуацию, ее в Крыму подвесили и создали, и сделали как бы ее схемой, коррупционной схемой, которая, она очень хорошо прослеживалась на ЮБК, и особенно в отношении участков для создания, скажем, бизнеса, да, под кафе, под рестораны. Они их не регистрировали, не узаканивали, и это был постоянный источник левых денег. С нами на связи из Симферополя Садых Берберов, участник национального движения крымских татар. Садых, добрый вечер. Что происходит сейчас в Крыму, вот по вашему ощущению, насколько серьезна вот эта проблема, которая, я так понимаю, обозначилась в Судаке вчера?
Добрый вечер. Конечно, вопрос с Судаком, он не новый. Такие моменты в Крыму готовились давно. О них говорили, что будут осуществлять такие меры. Угрозы постоянно сыпятся до сегодняшнего дня, что будут производиться изъятие земельных участков, скажем, изъятие построенных жилищ, снос построенных жилищ. Но вот в Судаке уже это приобрело, скажем, масштаб более реальный, вот конкретный, который может быть реализован буквально вот в течение нескольких дней. Что значит для крымско-татарского народа вот эти действия, если они в итоге будут реализованы? Что значит это для людей? Ну что, мы оказались в такой ситуации, крымские татары в Крыму оказались в такой ситуации, что выбирать не пришлось. Конечно, те массовые протестные акции против аннексии Крыма не дали своего результата. Вот. И крымско-татарский народ вынужден был, скажем, принять эту власть и жить, скажем, под юрисдикцией Российской Федерации. Было много обещаний в самом начале, что все вопросы с землей будут разрешены положительно для крымских татар и для всех остальных. Но вот по прошествии 2 лет мы видим, что эти вопросы, не решаясь, сводятся к тому, что крымские татары не смогут официально получить земельные наделы для решения своих... Я о людях говорю, о человеческой трагедии, да, потому что 6 домов, в которых живут люди, они будут снесены. Им предлагают что-то взамен, им предлагают какое-то решение, может быть, проблемы, им предлагают какие-то пути, не знаю... Не предлагают же 72 миллиона рублями дать. 72 миллиона... Да, за эти участки, якобы хозяину этой земли. То есть они должны отдать, люди? Да, это где-то $1 миллион по сегодняшнему курсу. Угу. Хорошо. Я напоминаю, что у нас в гостях Сенавер Кадыров, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа. С нами на связи из Симферополя Садых Берберов, участник национального движения крымских татар. Садых, понятно, что вот эту сумму, конечно, люди не осилят и не поднимут. Каковы дальнейшие действия? Может быть, в какие-то инстанции будут обращаться те, кто сейчас находится под такой угрозой? Практически это бесполезно. Я думаю, что я просто уверен, что люди, уже доведенные до отчаяния, не позволят этого сделать. Не только те, кто построились на этом участке. Я думаю, что к этому присоединятся все проживающие рядом крымские татары и не позволят этого сделать. Так, как это делалось во все времена. Мы практически выживали и решали свои вопросы в обстановке, когда против нас постоянно проводились подобные акции, как в Судаке сегодня. Во все времена мы находили пути и отстаивали интересы простых крымских татар. Я надеюсь, что и в этот раз произойдет так же самое. Садых, оставайтесь с нами на связи. Но вот в Судаке, насколько я понимаю, это идет речь о поселении Алчак. Да. И раньше пытались найти какой-то выход из этой ситуации. Были даже выездные заседания в этом поселке с представителями там различных ведомств. Приходили жители, с ними обсуждали вот какие-то проблемы. Способна ли нынешняя, скажем так, администрация Крыма на подобную работу, на поиск каких-то точек соприкосновения и решения Давайте проблем будем говорить нормальным так. руслом? Нет, я думаю, что если бы они пожелали бы, то найти точку соприкосновения не составляло бы труда. Я думаю, что как раз-таки они не желают мирного урегулирования данного процесса. Это просто попытки взорвать ситуацию. Вынудить людей, в общем-то, на неадекватные действия или, скажем, адекватные с точки зрения, в общем-то, логики. Если на тебя уже идут с оружием, тебя стараются вынудить взять также оружие в руки. Ну а вот это вот и есть то, чего следует опасаться, потому что они ждут
этого для того, чтобы, в общем-то, оправдать свою потом физическую расправу с населением. Ну вот в одном из предыдущих эфиров мы говорили о том, что в Крым недавно с визитом прибыли главные российские силовики, в том числе Николай Патрушев, который является главой Совета Безопасности Российской Федерации, и который, вот, кстати, пугал тем, что в Крыму может быть какая-то нестабильность, может быть какая-то вражда на межнациональной почве, но обвинял он в этом, да, в создании этих условий почему-то Украину. А что происходит сейчас? Садых Берберов, участник национального движения крымских татар из Симферополя, с нами сейчас на связи. Садых, не считаете ли вы вот то, что происходит, реализацией прогноза Николая Патрушева, но только силами тех, кто в Крыму сейчас называет себя властью? Ну, здесь рассуждать можно. Конечно, мы всех деталей, всех моментов, почему Патрушев так сказал и что он имел в виду, мы не можем, скажем, не обладаем такой информацией. Но то, что происходит на наших глазах на протяжении 2 лет, когда даже те вопросы, которые уже вынесены в законодательном порядке для решения, тормозятся, говорит о том, что все-таки какие-то акции готовятся для того, чтобы дезавуировать те обещания, которые были даны, в том числе и крымским татарам, с приходом России, значит, в Крым. Но, да, в то же время публично крымская администрация, вот, которая управляется из Москвы, она публично заявляет о том, что пытается решить этот вопрос, что, в общем, призывает крымских татар уйти с вот этих вот участков, да, которые они вынуждены были занять, разобрать дома, которые там начали строиться. Вот и мы видели телекартинку, да, о том, что вот якобы люди пошли на это и не обижены. Зачем это делается? Нет, людей уговорили на то, что в случае, если они разберут самовольно построенные вот эти вот времяночки, то им на этих же землях будет официально будут выделены участки для строительства жилья. Да, но эти обещания были даны почти 2 года назад. Они выполнены? Нет, они не то, что не выполнены, они переведены в разряд невыполнения. Ни один крымский, не говорю ни один крымский татарин, но практически крымские татары не смогут получить безвозмездно, вот скажем, при Украине, каждый житель имел право безвозмездно получить 1 раз земельный участок. И вот крымские татары, алло, слышите? Да. Крымские татары, которые таким образом пытались при Украине решить земельный вопрос, они оказались заложниками того, что Украина тоже затягивала решение этих вопросов. И вот с приходом России эти вопросы автоматически должны были быть решены так как Украина уже начала выделять на этих самовольно захваченных землях, самовольно возвращенных землях, мы так говорим, начали уже выдавать решения. Но сегодня эти решения, выданные тогда, тоже торпедируются, тоже не исполняются. Хотя есть закон Республики Крым, постановление Совмина 313, которое говорит о том, что эти решения должны быть претворены, и люди должны получить земельные участки безвозмездно. Но все это торпедируется и местными властями, и не находит откликов и высшей власти. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи из Симферополя был Садых Берберов, участник национального движения крымских татар. В гостях у нас в студии Синавер Кадыров, координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа. Говорим мы о тех событиях, которые происходили вчера в Судаке, куда прибыли судебные приставы на строительной технике, чтобы снести 6 домов и рынок, который принадлежит крымским татарам. С нами на связи из Крыма правозащитник Жан Запрута. Жан, добрый вечер. Ваш взгляд на эту ситуацию, как вообще крымская администрация нынешняя, она относится к частному имуществу? Потому что, перед, назовем так, референдумом крымчанам обещали, что не пострадает никто ничего не потеряет. Что происходит? Каждая ситуация индивидуальная. Например,
Я считаю, что в Крыму неправильно идет отъем имущества под названием так называемая приватизация, национализация. Вот в этом вопросе, конечно, здесь перегибы, потому что частное имущество в одностороннем порядке без компенсации признается собственностью Республики Крым. Ну вот когда без, получается, решения суда, да, на основании какого-то решения администрации приезжает либо строительная техника, либо приезжает отряд самообороны захватывать предприятие, национализировать. Что делать и можно ли что-то сделать? Нет, есть способ только писать в прокуратуру, обращаться в суд, судебная защита, признавать эти действия государственных органов незаконными. В принципе, такая практика по Крыму идет, и даже есть положительное решение, признаются решения Госсовета недействительными. То есть юридическим путем идти. А юридическим путем есть такое предприятие Крымавтотранс, которое было национализировано. Вот юридический путь, дал ли он что-то? Вот почти 2 года, как я понимаю, прошло с момента национализации Крымавтотранса. Удалось ли чего-то добиться? Да. Чего? На сегодняшний день мы вышли только из апелляционной инстанции. Сейчас поданы жалобы в кассационную инстанцию. На сегодняшний день положительных решений по Крымавтотрансу по этому имуществу нет. А могут ли они быть, вот ваши предчувствия, ожидания? Ну, понятно, что вы хотите, чтобы были положительные решения, но насколько это вероятно? В практике есть положительное решение по в Крыму? аналогичной ситуации. Конечно. Поэтому надеемся, что и в этом случае должно быть. А вот несколько примеров приведите, пожалуйста. Пример, есть такое предприятие «Юкрыбхолод» Днепропетровское, у которого здесь было национализировано объект в Керчи. Вот Верховный суд и арбитражный суд Центрального округа, город Калуга, признал это действие незаконным, признал постановление Госсовета незаконным. И было возвращено имущество? Или нет? В принципе, сейчас вторая стадия. Если не будут возвращать добровольно, будут принудительно возвращать через суд. Ну, то есть еще нужно не только, чтобы решение суда было принято, но чтобы оно еще было исполнено. Спасибо. С нами на связи был из Крыма Жан Запрута, правозащитник, который сказал, что, в принципе, иногда может быть и так, что можно отсудить свое имущество, отстоять свое право в суде, но не факт, что это решение суда будет реализовано. Ну, во всяком случае, нужно запасаться временем и терпением, если идти по этому пути. Синевер Кадыров, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа, у нас в студии. И завершение эфира, у нас тут буквально пару минут осталось. Я хочу сказать, что не только, получается, здания крымских татар намереваются снести в Крыму. Изъятие объектов недвижимости для строительства инфраструктуры Керченского моста планируется проводить в упрощенном порядке. Законопроект, который подготовлен, предполагает 5-дневный срок для ответов на запросы муниципальные, республиканские и иные органы. Ну, то есть за 5 дней можно получить уведомление и готовиться к, наверное, изъятию участка или строения. Что дальше будет в Крыму по вашему прогнозу? У нас буквально минутка. Смотрите, вообще-то для того, чтобы осознать проблему, наверное, нужно ее правильно назвать. Во-первых, тот последний случай, это действительно это немножко из другой оперы. Скажем, если стратегически они где-то предполагают расширить или еще что-то, новый, ну, скажем, утвердят генплан. Но можем подпадает под отселение. Можем ли мы говорить о том, что если не замечать, что группа людей рядом с тобой страдает, то к тебе придут тоже с этим? Это уже аксиома. Это уже аксиома, да. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Синевер Кадыров, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Говорили мы о том, что происходило вчера в Судаке, и что будет происходить в Крыму, что будет с имуществом крымчан, которое вот сносят, получается, да, угрожают снести. Для вас работал Сергей Макрушин. Это радио Крым Реалии. Слушайте нас завтра в 9:35 по местному времени. Услышимся.